Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что случится скоро? О чем вы еще не знаете? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на себя мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что случится скоро? О чем я еще не знаю? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, чего вы еще не знаете и что случится скоро. Так, знаете, у вас тут вышли 2 тройки. И эти 2 тройки говорят о том, что у вас какой-то большой праздник будет, либо какие-то очень серьезные перемены в жизни, связанные с весельем, с какими-то, может быть, хлопотами праздничными, какое-то мероприятие, может быть, куда вас пригласят, либо вы что-то будете организовывать. И по времени как-то это вот растянется, да, приятные очень хлопоты. Это не один день, а может быть даже несколько дней в вашей жизни, где вы просто вот расслабитесь, отдохнете, получите очень много хороших, добрых, позитивных эмоций. О чем вы еще не знаете? Ну, во-первых, вы не знаете, что очень многие люди у вас заинтересованы. Очень многим вы нравитесь. Есть люди, которые по-настоящему искренне и любят, и уважают, и ценят вас. Может быть, эти люди не умеют выразить свои чувства, либо выражают их на какой-то свой специфичный манер, которого вы недопонимаете. Да? Ну, понятно, все люди разные, каждый по-своему выражают эмоции. А вам почему-то кажется, что вы глубоко одинокий человек. Вот смотрите, да, даже если вы в семье, даже если есть у вас любимый, вот как-то вы не ощущаете полноты жизни именно в отношениях, чувствах и в эмоциях. И я вам скажу такую вещь. Это все внутри вас. Вы особый человек с особым складом ума и с особым строением сердца. Вот если вы любите, то прям все готовы отдать, да? И душу, и сердце. Если вы, например, кому-то плохо относитесь, да, ну, все мы люди, у всех бывает, то вы никогда не будете этого скрывать. Вы всегда будете честны, прямы и всегда скажете человеку: а ты мне не нравишься, мне не нравится, как ты себя ведешь, а мне вообще неприятно с тобой. Вот эти ваши стороны, они, знаете, являются вашей сильной стороной, но с другой стороны, как бы не позволяют вам посмотреть шире на этот мир. То есть не все как вы. Не все такие, как стекло, да, как хрусталь. Не все люди такие. Есть люди, которые умеют приспосабливаться. Есть люди очень глубоко скромные люди, которым очень сложно выражать свои мысли. Есть люди, которые живут, да, вот как бабочки, да, одним днем. Я не хочу никого обидеть, я просто вот привожу пример. И среди них очень много тех, кому вы нравитесь, кому вы симпатичны, кто бы хотел бы с вами сблизиться, пообщаться, подружиться. Вы этого не замечаете. Вы видите людей, вот как вам сказать, да, насквозь. Вот все, что вижу, то и думаю. Да, как-то так у вас идет. Вы не даете шансу человеку, шанс человеку раскрыться, либо по себе судите людей. Да? Вот если я люблю, я все отдаю, значит, вот это настоящая любовь. Не всем она свойственна. И даже человек, который с вами вместе находится, он так, как вы, не умеет. И из-за этого вы начинаете переживать. Кто-то, кстати, мог развод пережить, либо думает, чтобы развестись, может быть, уже развелся, но по каким-то причинам все равно вы как будто бы встречаетесь, общаетесь с вашим бывшим, например, мужем. Он всегда на вас смотрит. Он идет к вам навстречу с таким, знаете, предвкушением, да?
желанием увидеть, либо услышать от вас определенные слова. А вы смотрите на него и думаете, ну, каким ты был, таким и остался, да, ничего в тебе не поменялось, что тут уже говорить. То есть вот этот момент. Если вдруг вы понимаете, что это ваша ситуация, и вы хотели бы сойтись с вашим бывшим, например, супругом, либо парнем, просто об этом скажите. Вот честно и прямо, и будь что будет, просто скажите, а давай еще раз попробуем. А давай начнем все заново. И я вас уверяю, человек просто схватится за вас, на руки подымет, да, расцелует, поблагодарит за эту возможность. Вот этот момент я у вас вижу. У кого-то, кстати, может быть ситуация, что мужчина находится с другой женщиной. То есть любимый человек находится с другой женщиной. И я не буду сейчас тут вешать ярлыки и говорить, кто есть кто. Здесь ситуация, вот она прям такая. Я вижу, что чуть другая женщина, вот она, видите, мужчину вот под себя подгребла, скажем так, да? Вот этот момент я вижу. Что хочу сказать. Мужчина этот ведомый, он слабенький. Слабенький, вот его можно уговорить, промотивировать, пошантажировать, жалость в нем вызвать можно. Вот такое вот, понимаете. Чем она пользуется? Да всем она пользуется. Тут я не исключаю, тут и магия может быть, и действительно какие-то психологические приемы, все может делать. Там женщина такая, знаете, сама себе на уме. Нужен ли этот мужчина? Нужен. Для чего? Ну, чтобы кто-то был. Да? Может быть, деньги она с него берет. Может быть, просто, знаете, как для коллекции, да, чтобы не одна. Чтобы сама себе доказать, что я еще могу, да, что от меня там не уходят, да, меня не бросают. Эта женщина, она тоже уставшая. Понимаете, вот этот момент я тоже вижу. Она его еще поддержит, пока у него, знаете, как вот есть запасной вариант в виде вас. Как только он останется один, она его просто вот под зад коленом и прогонит из своей жизни. Что делать вам? Ну, я не могу рекомендовать вам этого мужчину, хотя вижу, что он вам, например, очень дорог, любим. Здесь, скорее всего, чувство борьбы больше подмешалось в эту ситуацию. Я бы вам посоветовала заняться собой, своей жизнью, своим развитием, своими возможностями. У вас очень много возможностей. Понимаете, очень много. По крайней мере, 3 я у вас вижу. 1 уже вообще у вас проросла, и 2 у вас в стадии зернышка находятся. Занимайтесь собой, своим продвижением, своими проблемами. Решайте насущное. Этот мужчина, он, понимаете, он от вас никуда не денется. Он у вас по жизни, он как прилеплен к вам. То есть он может там периодически пропадать, но он все равно будет появляться. Если ваш мужчина с вами сейчас на расстоянии, и вы переживаете, что вдруг там он где-то с кем-то там зачудил, загулял, то я не исключаю эту возможность. Единственное, что я могу сказать, что мужчина слабенький. Вот эмоционально. Таких слабеньких вообще не стоит отпускать. А он слабенький, но он, знаете, такой трусоват. То есть женщина может быть вот такая соблазнительница, там, ходить его соблазнять направо и налево, но, скорее всего, побоится. Просто побоится. Вот этот момент я вижу. Если вдруг вы видите, что кто-то пристает к вашему мужчине, ну, здесь нужно быть посмелее. Посмелее подойти, дать отпор, там, да, и высказать свое мнение, да, и не стесняться этого. Ну и мужчину, соответственно, тоже, да, в воспитательных целях стоит, ну, какой-нибудь там ликбез ему провести по поводу семейных отношений и как плохо грешить, да, прелюбодействовать. Дальше очень важный момент идет для тех, кто у меня сейчас пытается как-то продвинуться по жизни, что-то решить, что-то сделать, куда-то устроиться, куда-то поехать, переехать, как-то поменять свою жизнь. Мои дорогие, сейчас идет момент у вас передышки. То есть у вас идет передышка, она, ну, не сейчас началась, я уже вижу, что у вас какой-то период времени до, у кого-то, может быть, планы как-то грандиозно порушились в один момент, вроде как все готово было, и раз, и ничего не случилось. Да, такой момент мог быть в вашей жизни. Вы вините и себя, и всех вокруг. Вот этого делать ни в коем случае не стоит. Знаете, здесь сама судьба вмешалась. Вас ведут, вас направляют, и вам нужно просто немножечко подождать. Вот у вас совсем скоро начинается какой-то звездопад из событий, из обстоятельств, какие-то вот прям перемены очень яркие, их много, в один момент все на вас насыпется. И уж тогда вы будете решать свою жизнь. То, чего вы хотели, да,
вы себе в голове нарисовали красивую картинку. Идеальную, я бы даже сказала, картинку. Но так бы на самом деле не случилось. Вас просто в один момент где-то прикрыли, чтобы вы себе шишек не набили, чтобы вы жестко не разочаровались. Этот момент я вижу. Конечно, мои слова — это слабое утешение, но тем не менее, может быть, это вам немножечко поможет. Что вам поможет точно, так это то, что ваше время придет. Время вот совсем скоро, буквально вот конец, начало, у кого как. Следующий месяц получается, да? Следующий месяц, который все в жизни поменяет. Очень много к вам придет. Над вами просто небеса раскрываются, да, и вам сыпется. И в руки, и в карманы, и в подол, везде насыпется. Всего насыпется, даже о чем мы не мечтали, насыпется. Смотрите, кто у меня сейчас в таком положении щекотливом, да, положении, это именно касается каких-то, может быть, документов, может быть, каких-то бумаг, денег, да, либо очень сильно нужны, либо какие-то блоки стоят, да, на то, чтобы это получить, заработать, что-то с этим сделать. Да, вот какой-то момент. Я не могу просто понять точно, но вижу, что вопрос в голове связан именно с бумаги, деньги. Да? То есть, если деньги, то очень большие. Если бумаги, то какие-то важные и ценные. Может быть, даже какое-то наследство. Может быть, даже какие-то документы, там, купли-продажи. Тоже там, знаете, какие-то моменты такие скользкие, да, как будто бы закрыто. Закрыто, непонятно, что будет, стоит ли мне что-то делать, либо подождать, либо действовать сейчас. Человек просто запутался. Смотрите, у вас то же самое. Вот сейчас время созидания, когда вы должны сидеть и думать, что делаю правильно, что делаю неправильно. Не спешите. Да? Вот есть такое «поспешишь, людей насмешишь» выражение. Вот всегда о нем помните. Спешить вам нельзя. Вы вот это дело свое задуманное, вы обязательно реализуете. Тут вам осталось буквально, там, не знаю, недельку подождать. К вам придут, может быть, женщина, может быть, мужчина, вот кто-то к вам придет, либо позвонит даже человек, может быть, даже что-то напишет. И это будет момент, который все решит. Здесь именно идет правильный человек в правильное время, чтобы вам открыть наконец-таки этот путь. Вот дождитесь этого момента. Еще очень важный момент – это по поводу, не знаю, то ли соседи какие-то, то ли люди, которые вас окружают. Больше, конечно, похоже на соседей, но может быть и окружение, может быть коллектив на работе, либо на курсах, либо на учебе. Да? Вот есть несколько людей, которые что-то против вас замышляют, затевают, какой-то разговор ведут нехороший. Вы можете чувствовать этот момент, вы можете подозревать, может быть, кто-то вам что-то говорил. Смотрите, там заводила идет женщина маленького роста. Вот прям такая, она какая-то то ли миниатюрная, то ли вот рост у нее вообще совершенно невысокий. Этой женщины к вам такое ощущение, знаете, вот отношение, вернее, как к врагу. То есть она считает, что вы ей соперница, враг, да, что вот вы как-то вот ее затмеваете, может быть, да, вот этот момент идет. Что вам делать? Ну, во-первых, ничего не делайте, не обращайте внимания, потому что, знаете, собаки лают, караван идет. И у вас такая ситуация произойдет. Вы человек светлый, и вот этот свет никакой грязью невозможно потушить, либо испортить, да. То есть ваша репутация, она намного выше и впереди, чем вы идете. Понимаете? Люди знают о вас, что вы хороший, добрый человек, что вы человек честный, открытый. И что бы она там ни делала, ни говорила, это обернется против нее. Ее же окружение, которые сейчас вот вокруг нее такие, да, знаете, заглядывают ей в рот, они же ее сами потом заклюют. Вы знаете, вы еще узнаете о ней какие-то странные подробности, которые, ну вот прям даже пожалеете в какой-то момент ее. Сейчас просто абстрагируйтесь. Пусть делает, что хочет, пусть говорит, что хочет. Не пытайтесь оправдаться. Пожалейте себя, свои силы, займитесь чем-то более важным, нужным в данный момент. А она пусть делает все, что хочет. Она пострадает сама же от своих грязных слов, от своей вот этой злобы. Да, она своей же токсичностью и отравится. Вот этот момент я вижу. Дальше у вас тут подковочка вышла очень приятная, да, но она у вас, правда, слива вышла, но тем не менее, вот она, видите, здесь очень хорошей, красивой формы. И эта подковочка как будто бы из дерева растет. Это очень хороший знак, который говорит о том, что вам идет какая-то очень, знаете, спонтанная, можно сказать, удача.
То есть неожиданно в чем-то повезет. Можете что-то выиграть, что-то получить, куда-то, я не знаю, там, подать документы, выиграть по этим документам. Либо, может быть, в каком-то конкурсе поучаствовать, получить удачу. Может быть, случайно что-то на улице найти. Либо какое-то очень неожиданное и хорошее предложение получить. Вот помните, что в самый неожиданный момент вам вот именно момент удачи придет. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.